Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана в Нью-Йорке встретился с генеральным секретарем ООН. Ашхабад примет в ноябре форум сотрудничества Центральная Азия, Республика Корея. Ахал проведет первый домашний матч в Лиге чемпионов АФК и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке, встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные направления двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня. 16-е заседание форума сотрудничества Центральная Азия, Республика Корея пройдет в ноябре 2023 года в Ашхабаде. Об этом было объявлено по итогам встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с лидером Республики Корея в Нью-Йорке. В Ашхабаде в Инженерно-технологическом университете Туркменистана стартовала неделя высоких технологий, устойчивое экономическое развитие, инновации и индустриализация. Мероприятие, организованное совместно с программой развития ООН в Туркменистане и Центром ОБСЕ в Ашхабаде, проходит в гибридном формате и продлится до 21 сентября. Форум включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обмен знаниями и опытом в области развития технологий, продвижения цифровых инноваций и демонстрацию того, как они способствуют построению инклюзивного и устойчивого общества. Туркменская делегация принимает участие в 8-м Каспийском медиафоруме, который проходит в Астрахани. На форуме будут подведены итоги 10-го конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ». Свои работы на конкурс прислали более 450 СМИ и блогеров прикаспийских государств. В Туркменистане продолжается проведение мероприятий и акций в рамках месячника «Безопасность дорожного движения. Спокойствие нашей жизни», который стартовал 1 сентября и продлится до конца месяца. Так, в рамках месячника на территории Чаржовского и Трапа-Либабского вилаята вдоль трассы Туркменабад-Мары были обновлены дорожные разметки и знаки. А в 42-й средней школе города Фараб Чаржовского и Трапа прошла встреча со старшеклассниками, организованная местной библиотекой. Перед школьниками выступили учителя и сотрудники службы дорожного надзора, которые подробно рассмотрели правила дорожного движения. В Казахстане представили переведенные на казахский язык книги о Гарри Поттере. Переведенная сага о юном волшебнике была представлена издательством Steppenwolf в рамках фестиваля Комикон Астана. Steppenwolf занимается переводами мировых бестселлеров на казахский язык и их популяризацией среди казахстанской молодежи. Кроме серии о Гарри Поттере, им переведено более 100 книг и комиксов. С 15 сентября пассажиры авиакомпании Bangkok Airways должны проходить взвешивание вместе с ручной кладью перед посадкой в самолет. Авиаперевозчик пояснил, что это необходимо для сбора информации о среднем весе пассажиров и обеспечения безопасности полетов. Информация о весе пассажиров будет использоваться для обновления стандартной информации о пассажирах и весе багажа. Авиакомпания заверила, что данные будут храниться в тайне и не будут разглашаться. Авиаперевозчик будет взвешивать пассажиров до 31 октября. 273 спортсмена со всей страны приняли участие в чемпионате и первенстве Туркменистана по теннису, которые завершились на кортах стадиона Ашхабад. Победители определялись в одиночных и парных разрядах. В мужском финале пятикратный чемпион страны Юрий Рагузский уступил Мейлису Оразмухамедову. В женском турнире второй год подряд чемпионкой стала 13-летняя Илима Гусейнова, подопечная главного тренера сборной Туркменистана и клуба Ашхабад Мирали Гасанова. Сегодня на стадионе Ашхабад в 21:00 состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов АФК между клубами Ахал и Аль-Фейха. Чемпион Туркменистана на правах хозяина выйдет на поле в белой форме. Футболисты саудовского клуба будут играть в форме оранжевого цвета. Ахал и Аль-Фейха выступают в группе А вместе с узбекским Пахтакором и эмиратским клубом Аляйн. Первая группа спортсменов Туркменистана прибыла в китайский город Ханчжоу, где с 23 сентября по 8 октября пройдут 19-е летние азиатские игры. Туркменистан в 8-й раз принимает участие в азиатских играх. В составе сборной Туркменистана, прибывшей в Ханчжоу, 67 спортсменов, которые выступают в 12 видах спорта. На предыдущей Азиаде, которая прошла в 2018 году в Индонезии, сборная Туркменистана завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые медали. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.